Я сидела и 1,5 месяца я думала, что за компания, что за бальзамы и как они действуют. И в один миг подумала, когда мне исполнится 50 или за 50, да, и оказывается, вот не хочу вот сидеть и думать о своих болезнях. Ведь иногда же вот собираемся, да, коллеги на работе говорят, вот сегодня у меня утром разболелась голова, я ночью плохо спала, я не захотела об этом думать свои 50 лет. А давай-ка я попробую, что за бальзамы она рекламирует. И когда она мне рассказала про Global Trend, вот про историю, которая вот создана во время войны, они, оказывается, придумали эти бальзамы, чтобы быстро заживлялись, чтобы было клеточное восстановление. И вступила. Началась, конечно, я с этих нанобальзамов и зубной пасты. После применения нанобальзама где-то около недели у меня начались вот эти вот, не высыпания, а именно вот, я как чесалась, как чесоточный зуд. Я не, что такое, что случилось, почему, а главное, никаких этих нет. Ни высыпаний, ни раздражений нет, просто чешется и чешется. Я позвонила своему спонсору, спросила, она мне сказала, вот во время приема бальзамов ты должна принимать много воды. А до этого я вообще воду не принимала. Ну, в день, вот говорят, что да, в день 2 литра воды нужно принимать. Как медицинский работник я до этого вообще не придавала значения. Но спустя вот приема бальзама я начала пить. На следующий день я начала пить много воды, и на 3-й сутки этот зуд у меня прошел. Потом я через 2 недели приема нанобальзамов у меня вообще на руках была экзема. Я не могла спокойно мыть посуду, я не могла спокойно умываться сама даже вот на хлорную воду, на мыло, на растворы всякие. Так как я работаю в медицине, перчатки все вот одевать, снимать, это было что-то. У меня не было живого места на руке. И когда в 2017 году я забеременела, эта болезнь у меня вообще появилась конкретно все. Ни одной живого этого не осталось. Мне сказали, иди на больничный, ты не имеешь права с такими руками работать. В это время я работала в родильном отделении, отделении новорожденных, я ухаживала за новорожденными детьми. И, конечно, не имею права с такими руками подходить к детям. И поэтому в это время я ушла на больничный. И вот с апреля, когда я начала принимать эти бальзамы, через месяц у меня эти болячки ушли. Насовсем. Я теперь могу спокойно мыть посуду, могу спокойно пользоваться всякими средствами. И у меня нет никакого зуда, никаких этих. Это мой первый, самый результат. Второй результат мой был, у меня гипертоническая болезнь. Это у меня передалось по наследству от отца. Я 8 лет сидела на амлодипине каждое утро. Каждое утро измеряла давление и, несмотря поднимается оно, не поднимается, всегда принимала. И после применения вот этих вот нанобальзамов, после где-то около, вот в апреле я начала пить, и в конце мая я заметила, что я больше не пью амлодипин, что у меня больше голова не болит, что у меня нет никаких этих вот головокружений. Я могу спокойно утром встать и пойти на работу, забыв о том, что у меня давление. Я этому очень рада. И еще самый главный результат мой, это то, что вот насчет, хотела вот на люкс. У меня отец, ему 73 года, ему 3 года тому назад поставили онкологию. И до этого мы проходили химию, и так как вы все знаете, человек, если проходит химиотерапию, у него моментально волос не
бывает, у него немели кончики пальцев, он не мог сам за собой ухаживать, ему сейчас 73 года, он сам не мог застегиваться, шнурки и так далее и тому подобное, да? Даже стакан свой не мог поднимать. После химиотерапии, после выписки из больницы, он у меня неделю лежал. Вообще лежал. Нет сил, нет желания жить, нет желания ничего делать. А он у меня был шофером, у него стаж 50 лет. После того, как мы ему не разрешили водить машину, он вообще ослеп. Он сказал, уже все, я ничего не хочу в этой жизни. Я подумала, как так, тебе всего лишь 70 лет, давай-ка у тебя еще есть внуки, правнуки, надо жить. И я начала давать ему бальзамы. Я начала с нано-бальзама. Ну как это, да? 2 месяца, вот в конце мая я ему начала давать бальзамы и отказалась от химиотерапии. Ну, написала отказ. Я хотела именно попробовать, я хотела именно исследовать, именно на анализах, как на него подействует, как на него подействует на весь этот организм. Мы написали отказную на 3 месяца. До августа месяца мы отказываемся от химиотерапии. И все 3 месяца я ему даю нано-бальзамы и иммунолюкс подключаю. Иммунолюкс мы пили вот пассивно. Но он иногда забывал, но я всегда контролировала его. И вот в июле месяце он мне вдруг говорит, знаешь, дочка, я себя чувствую уже вполне здоровым человеком. У меня ничего не болит. У него появились волосы, как у младенца, такие мягкие, черные, пушистые. Появились усы. Через 1,5 месяца применения. Я ему каждый день, в день 2 раза давала нано-бальзамы, и вот иммунолюкс по спине давала. И он начал ходить по утрам, скандинавское. Он очень любит, как сказать на русском языке, угадать. Он у меня умеет делать все. Он начал, скажу честно, он начал свой бизнес в деревне. Он начал делать табуретки большие, маленькие, и мы их теперь продаем направо и налево. Он очень рад тому, что я попала в эту компанию. Вернулся к жизни, да. И он очень рад. Еще я очень рада тому, что у него появился смысл жизни. Смысл того, он теперь мне сам говорит, дочка у меня заканчивается. Когда ты мне их привезешь, купишь, привезешь. Хорошо, папа, я тебе куплю, привезу. И вот мама, она у меня скептик. Вообще скептик. Вот живем все вместе, да, рядом. И она смотрит на него и думает, что за чудо-бальзам даешь папе. Иногда была такая смешная история. Утром встала мама и говорит, все, папа твой мне не давал спать ночью, говорит, что за бальзам даешь? Даже так мне аж смешно стало, ей по 73 года, они у меня очень симпатичные, очень классные. И еще хочу сказать про вот зубные пасты Global Trend. Они уникальны и правда уникальны. Я тоже сначала подумала, да нет, это же всего лишь зубная паста, но так не может такого эффекта дать. Вот насчет бальзамов, да, я убедилась самой. У меня маленький ребенок, ему сейчас 4 года, и он, конечно же, все лето у меня немного болел. Мы в этом месяце весной ездили к гастроэнтерологу. И нам сказали, что вот удлинение кишки кишечной на сколько-то сантиметров. Самопроизвольно, ребенок же пукает, да, как будто бы, и не замечал, что он пукает. Он думал, что он пукает, а на самом-то деле выходили какашки. Я стала давать ему зубную пасту утром и вечером. Полстакана теплой воды размешивала и давала. И вот где-то вот ближе вот к сентябрю, начало сентября, я заметила, что мой ребенок сам начал ходить в горшок. Уже вот замечая,
и говорит: мама, давай мне мои витамины. Каждое утро перед уходом в садик мы обязательно пьем нанобальзамы. Я еще сделала, вот, купила посудку для слей и сделала туда вот зубную пасту ночную и дневную. И еще чуть-чуть сама вот экспериментирую. Добавила смак туда. Добавила смак. И каждое утро, когда мы садик ходим, пшикаю ему в рот. Еще вот зубными пастами я вылечила у мамы геморрой. Это точно. Оказывается, это очень даже помогает. Мама моя сама удивилась от этого. То, что вот обычная какая-то зубная паста вылечила у меня геморрой, который меня мучил сколько-то лет. Она так мне говорит. И еще у меня какой результат есть? Насчет смарта. Летом у меня утром в один прекрасный день я встала и заметила, что у меня конъюнктивит. Под рукой у меня ничего не было, кроме смарта. Ну, читала же вот в WhatsApp, да, что смарт можно капать в глаза. А давай-ка я попробую, капну-ка смарт в глаза. Утром стала, вот краснота, чешется, гной маленький был. Я взяла и прокапала одну каплю. Но сначала, конечно, жжет, потом через 3 секунды это жжение уже прошло у меня. Минут через 10 краснота ушла. А ближе к вечеру конъюнктивит у меня сам по себе прошел. Я один раз утром вот одну каплю только использовала, и конъюнктивит у меня сразу ушел. Еще я вылечила зубной пастой у подруги маленький ребенок. И месяцев 6 сейчас. У него в один прекрасный день появился стоматит, страшный стоматит. Ну, мама лечила, не смогла, вот лекарства покупала в аптеке, она говорила, что-то не помогает. Уля, помоги мне, пожалуйста, что-нибудь сделай. Я подумала, а вдруг зубную пасту? Давай я попробую зубную пасту. Ну ладно, попробуй, мне уже все. Никакие лекарства, по-моему, не помогают. А ребенка-то жалко, ребенок не кушает, совсем не сосет грудь. Я 2 дня мазала зубной пастой именно тонким слоем. Ребенок, конечно, сначала все это выплевывал, не нравится. Вкус, наверное, ему не понравился, маленький ребенок, да. И на 3-й день вот эти вот гранички у него уже прошли, более-менее. Потом я переключилась на ночную зубную пасту. Я сначала мазала утренний, а потом начала вот ночную зубную пасту. На 5-й день оно у меня все проблемы. Поэтому я хожу и рассказываю вот про эти зубные пасты, про уникальные зубные пасты. Так как я работаю в детской поликлинике, встречаю, приходят мамочки с маленькими детьми, да, на прием к нам. Вот сидят, кашляют, если я встречаю знакомую мамочку, вот хожу к ней, сажусь и вот начинаю рассказывать. И начинаю рассказывать все громче и громче, чтобы меня услышали другие родители. Ну, чтобы себе вот внимание обратить, чтобы про эти зубные пасты сделать. И одно мое это, вот в кабинете хирурга я работаю медсестрой хирурга. К нам обратилась подросток, девочка, она нечаянно обожгла руку горячей водой. Вот тут, да? Она обожгла руку, пришла к нам на прием, на перевязку зашла, я подумала и спросила у нее: может, я тебе помажу не левомиколью, не тем, чем мы пользуемся, а совсем другой уникальной зубной пастой. Она удивилась: зубная паста? Как это? Я сказала: это очень уникальная зубная паста, давай сделаем вот так, чтобы это, ну как сказать, да, поэкспериментируем. Ты со мной согласна? А подросток такая вот хорошая девочка: давай поэкспериментируем, давай маш сколько хочешь, еще она говорит. Я взяла тонким слоем, помазала вот дневной пастой, сказала: ничего не трогай, на ночь не мой руку, но если моешь, то тут пальцы, да, а тут ничего не трогай. Давай посмотрим, завтра утром ты ко мне подойдешь на перевязку, посмотрим, что получилось. На завтрашний день она ко мне подошла на перевязку, сняли
повязку, и я увидела то, что оно покрылось. Оно даже не загноилось, даже не это, а покрылось какой-то вот тоненькой пленочкой. На второй день я попробовала ночную пасту. Я ее всегда с собой ношу на работу. Попробовала ночной пастой. Оказывается, у ночной пасты и вправду эффект лучше, чем у дневной. Или может, я сама так думаю, но оно и вправду так. На глазах уже оно у нас уменьшилось на третий день, и я больше не стала мазать дневной. Я стала мазать только вот черной, да, ночной пастой. И за 4 дня, вот с понедельника по четверг, я ее совсем вылечила, этой зубной пастой. И она мне подходит в пятницу и говорит, я рассказала маме. Мама сначала, конечно, была недовольна, почему вот медицинский работник без моего ведома подростку дает то, что я не разрешила. Но девочка говорит, что я сама согласилась и от мамы. И вот на следующей неделе вот так, да, ко мне подходит мама, этой девочки, и говорит, что вы такое делали и мазали моей дочке, что у нее рука прошла за 4 дня. Ну, я ей объяснила, рассказала про наши вот бальзамы Global Trend. И она сказала, можно я подумаю? А я сказала, ну, подумайте, но, пожалуйста, думайте быстро, потому что эти уникальные нанобальзамы, они очень нам нужны, и особенно нужны для вот подростков. Девочка говорит, я хочу именно вот использовать именно зубные пасты. Еще у меня результат насчет зубных паст. У моего ребенка появился кариес. Ничего не вот эти вот точки, да, кариес. Мы каждое утро и каждый вечер используем зубную пасту. Этот кариес у меня каждый день, я смотрю, глади, наблюдаю, он у меня уменьшился, у ребенка. Теперь я хочу испробовать вот женские гели. Я их не пробовала. Я пробовала вот смарт, нанобальзама, вот этот моллюс и зубные пасты. Но они и правда уникальны. Я сама в этом убедилась. Вот, и то я вот зашла в эту компанию только в апреле месяце. И за столько вот короткое время у меня такие результаты, я даже сама себе не верю. Давайте поблагодарим. Папу последняя 4-я стадия. У него рак кишечника и рак желудка. И сказали, что у метастазов тазобедренный сустав. Да, сустав ушли. Но после, кстати, вот после приема именно Люса мы в середине августа месяца обратно пришли в онкологию, чтобы пройти обследование, да? Мы прошли обследование, сдали анализы, и к моему удивлению, у него анализы немножко, ну хотя бы немножко, но улучшились. Сердцебиение начало очень прекрасно этого. Вообще, папа очень рад. Он очень рад тому, что я вошла в эту компанию, то, что я даю ему. И сегодня, например, вот утром я говорю, все, ты смотришь за ребенком, я уезжаю в город, у меня сегодня